После переезда в новую столовую школьные обеды стали разнообразнее. Теперь местные повара могут на кухне по-настоящему творить. Современное оборудование, удобная посуда, просторные помещения. В старом пищеблоке все было куда скромнее. Тепло, не мерзнем. Там в той столовой было очень холодно. И детям очень нравится, учителям все нравится тоже. Еда вкуснее получается, когда с настроением готовим. Печем сейчас мы, булочки печем. Салаты делаем, не было у нас раньше таких. После того, как стало понятно, что здание не спасти, детям питаться будет негде, мы смотрели несколько вариантов, в том числе планировали перевозить в Заозерскую школу. Отсюда она на расстоянии примерно 10 километров получается. Все варианты посмотрели, остановились на то, что все-таки возить в другую школу и поваров, и детей не очень удобно и очень дорогостоящее это мероприятие было. Принято было решение организовать столовую здесь. Тоже с пустого места невозможно было сразу начать детей каким-то образом кормить. Во-первых, нужна была кухня. Вопрос на личный контроль взял Сергей Гапликов. По договоренности с нефтяниками в Сысольский район привезли модульный пищеблок. А временную столовую для детей организовали в школьном музее. Первое, что нам пришло в голову, что нужно было там оборудовать. Помогали нам всем районам, естественно. Привезли нам и оборудование, кое-что из мебели привезли посуду нам. Вообще, я так благодарна людям, которые помогали нам в тот период, очень сложный период. Сегодня о пожаре здесь стараются не вспоминать. На месте сгоревшего здания появилась новая спортивная площадка, а еще своя котельная. Так что Пойолдинская школа – одна из немногих, кто сегодня полностью перешел на автономный режим работы. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сысольский район.